Для почетных гостей была организована насыщенная познавательная программа с посещением главных достопримечательностей региона. Ну а началась экскурсия с мемориального комплекса событий осени 92-го в Назрани. Здесь они встретились с рабочей группой комитета по поиску без вести пропавших. Также гости посетили мемориал памяти и славы. Рина Тичева расскажет подробнее. Мы очень рады, что вы приехали и что вы так внимательно относились к нашему народу. Гостям на ингушской земле всегда рады, поэтому швейцарского посла приветствуют старейшины. Знакомство с Ингушетией для Евросии начинается с мемориала событий осени 92-го года, построенный по инициативе главы Ингушетии в 2012 году. Здесь установлены мраморные плиты, на которых высечены имена погибших и без вести пропавших в тех событиях. Представители комитета содействия поиску без вести пропавших рассказали послу Швейцарии и Евросии, какая работа ведется в этом направлении и какие результаты уже достигнуты. Мемориал, он в России один-единственный такого рода. Построил его наш глава республики. Именно для того, чтобы сюда приходили люди, могли помолиться. Родственники тех пропавших людей, которые могут прийти получить информацию о текущих делах. Вспомнить, увидеться друг с другом, обменяться информацией, что на сегодняшний день. Мы позже к этому придем, уже выдаются генетические паспорта. На мемориале событий осени 92-го года швейцарская делегация первым делом почтила память погибших, а их около 400 человек. Каждый год в день траурных мероприятий жители республики приходят на мемориал, чтобы прочитать дуа и вновь вспомнить тех, кого с нами нет. Здесь во дворе построена мечеть, молельный дом и символические сооружения. Собравшимся здесь родственникам вручают генетические паспорта, документы, в которых внесена информация об анализах ДНК их родственников. По общей базе данных у человека есть генетический паспорт, и мы быстро имеем возможность свериться, чьи останки найдены, если такие. Даже в случае какой-то трагедии, каких-то несчастных случаев. Нельзя забывать историю, закрывать книгу, не разобравшись. Господин посол достаточно хорошо знал аналогичные проблемы и заверил наших людей, родственники, чьих мы до сих пор не можем найти, что они со своей стороны приложат также максимум усилий, всемирную поддержку для того, чтобы вот эта вот боль людская, которая уже больше четверти века длится, помочь им найти своих родственников, помочь им успокоить себя и обрести покой. Проникшись историей ингушского народа, делегация Швейцарии продолжает экскурсии по достопримечательностям республики. Следующим объектом стал мемориал памяти и славы в Насыркоте. Здесь им рассказали, как Ингушетия дала клятву верности российскому государству. В далеком 1770 году, когда на престоле Российской империи стояла Екатерина II. Но надо сказать, что попытки налаживания двусторонних отношений были еще задолго до этого момента, когда они окончательно сформировались в тот момент, когда ингуши стали частью Российской империи. Здесь делегация возложила цветы к вечному огню, красные гвоздики, символ памяти и победы. Экскурсия по мемориальному комплексу для гостей проводится не случайно, ведь здесь сосредоточена вся история ингушского народа. И, как признается посол, в армии он был танкистом, поэтому пройти мимо военной техники не удалось. Следующая остановка – вагон-теплушка. Посол Евросии вместе с делегацией изучает каждую деталь. Вот отчеты, телеграммы Берии, который периодически отсылал, отчитывался Сталину, как проходит, что без эксцессов. Все, организация. Да. Он руководил как раз этой операцией, которая называлась «Чечевица». Посол отметил, что комплекс по праву является гордостью ингушского народа, ведь историю никогда нельзя забывать. Жертвы сталинской репрессии, Чернобыля и Второй мировой войны. What I'm asking myself is how you can deal with such a heavy, extremely heavy past. Я задаюсь вопросом, как вы вообще прожили такое тяжелое, как вы прошли такое тяжелое прошлое? You know, we had a civil war. We had a civil war in Switzerland. У них тоже была Вторая мировая в Швейцарии. 150 years ago.
В завершении встречи делегация отправилась на конференцию в НИИ имени Чаха Ахриева, чтобы подвести итог увиденного сегодня. Руководитель Миннатса Республики Муслим Мендиев поблагодарил участников за проявленный интерес к нашей республике. Впереди у делегации еще знакомство с красотами Ингушетии и с ее экономическим потенциалом. Лида Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.